Этот культурный фестиваль, пожалуй, уже можно назвать традиционным. Его проводят в третий раз, и каждый год в программу вносится что-то новое. На этот раз на суд зрителей организаторы представили творчество ремесленников, работы которых отражают национальный колорит Абазин. Особой популярностью всех пришедших на фестиваль пользовался Абазинский дворик, где были выставлены блюда национальной кухни. Национальное блюдо – сушеное мясо говяжье и мамалыга. Далее чак-чак – это сладости. Потом капрон называется, тоже сладости. Мгял, хаттых, вот такие названия у нас. Из кукурузной муки блюда сделаны, очень полезные, вкусные, как в самые такие старинные времена. Окунуться в атмосферу аутентичности и отведать блюда, которые абазины готовили испокон веков, мог любой желающий. Многим это в прямом смысле слова пришлось по вкусу. Меня зовут Медальников Михаил, из Санкт-Петербурга. Приехали к родственникам в гости. Очень рады поучаствовать в празднике. Поздравляем всех абазин и все народы нашего города и республики с праздником. Очень красиво, очень интересные поделки, вкусное угощение. В общем, поздравляем вас от души. Поздравить гостей и участников фестиваля от имени представителей власти пришел первый замминистра по делам национальности, массовых коммуникаций и печати Карачаево-Черкесии Ислам Хубиев. Он резонно заметил, что подобные мероприятия крайне важны для сохранения самоидентичности. Если мы не знаем свою историю, не знаем свои традиции, соответственно, мы обречены на вымирание. А для таких малочисленных народов, как абазины, черкесы, карачаевцы, нагайцы, все народы, которые населяют Северный Кавказ, это крайне необходимо. Знать свою культуру, пропагандировать культуру, свои традиции, обычаи. Это очень важно. Вот именно в связи с этим проводятся такие мероприятия. Я считаю, что это очень важно. Атмосферу праздника на протяжении всего фестиваля поддерживали творческие группы со всех абазинских аулов. Под звуки национальной гармонии прошел конкурс народных костюмов. Кроме того, любой желающий мог увидеть все метаморфозы абазинского флага, начиная с 3 века нашей эры. Основная мысль – это чтобы мы были вместе, чаще проводили это мероприятие, чтобы познакомить гостей республики, жителей республики с культурой абаза народа, рассказать им, приобщить их к этому, чтобы все увидели, как мы здесь можем веселиться, устроить хороший большой праздник, народные гуляния, чтобы состоялись. А уже вечером состоялся телемост с Республикой Абхазия, в ходе которого жители Карачаево-Черкесии смогли пообщаться с друзьями и кунаками из Абхазии, поздравить друг друга с праздниками и договориться о дальнейшей совместной работе по сближению двух родственных народов. Эрнест Чуков, Заурлиев, Архыз, 24.